Мотивы украинской стороны декларативно вроде как даже благородные. Популяризация языка, активная интеграция в интернет, гибкость и большая вариативность. Крымско-татарскому алфавиту не впервой переживать трансформации. В 20-е годы в рамках активной латинизации тюркских языков арабская вязь была заменена той самой латиницей, продержавшейся десяток лет. Затем, в 1938 году, форсированными темпами она уступила место актуальной кириллице. Один из номеров легендарной крымско-татарской газеты «Терджиман», издаваемой Исмаилом Гаспринским в 19 веке. Символично, что материал называется «Переводчик». Основной текст арабской вязью, слева перевод на русский. И в продолжение рассуждений на тему трансформации крымско-татарского алфавита на рубеже 20-30-х годов века прошлого при советской власти. Легендарная «Капитанская дочка» Александра Пушкина. Издание «Симферополь», 1937 год. Текст переведен на крымско-татарский, а воспроизведен латиницей. Еще одно выдающееся произведение того же гения — Дубровский. Год уже 1939. Заглядываем внутрь. Кириллица. Жительница небольшого села под Бахчисараем, носительница языка с более чем 80-летним стажем. На родном крымско-татарском обязательно общаются в кругу семьи, чтобы не потерять традиции. Она плохо видит, но все еще читает газеты кириллицей. Перед тем, как им перевести, решать за кого-то, за чего-то, это делается ни одним, ни двум, ни пяти, ни 10 лицами людей. Это у нас есть бывшие интеллигенты, бывшие преподаватели. Практика «без меня, меня женили» — один из самых популярных украинских ходов современности. Всех происков недружелюбного соседа за 7 лет не пересчитать. Создание военных батальонов с использованием имени национальных героев, альтернативные крымско-татарские организации уже за границей. Планы по якобы деоккупации полуострова, на территории которого крымские татары в России наконец обрели социальное благо. Любые решения, которые касаются языка, быта, алфавита, традиций крымско-татарского народа, должны решаться непосредственно в Крыму, на родине крымско-татарского народа. Языковая спекуляция — традиционное для Киева оружие. Тема русского всегда звучала накануне всех президентских выборов до Крымской весны. Нынешний президент, убеждены эксперты, продолжает строить ущербные стратегии. И это не что иное, как политический хайп. Это все идет в развитие нагнетания политики Зеленского вокруг темы, вокруг так называемой оккупации Крыма, вокруг его возвращения в Украину, в состав Украины. Это все в развитии так называемой крымской платформы, которая оказалась пшиком. Очевидно, очередной непродуманный шаг украинского правительства больно бьет по образовательной системе самой же Украины. Происходящий из Крыма выглядит как кино, которому суждено провалиться в прокате. Эксперимент, который ставится сейчас над крымско-татарским языком, он будет предварять изменения, которые, по-видимому, к несчастью, ждут и украинский язык, который тоже может быть подвергнуться вот таким трансформациям. И Украина и сегодня переживает довольно сложный период развития своей культуры. А после этого, я думаю, что украинская культура будет отброшена еще на десятилетия назад. Каждая трансформация языка, тем более не естественная, а принудительная, будто возвращение в прошлое на десятки лет. Специфические звуки, такие как «к», «н», «г» и «дж», которые артикуляционно сегодня даже не всеми крымскими татарами верно произносятся. У нас это, по большому счету, мало касается, потому что у нас есть свои правила, свои нормы и свой путь развития крымско-татарского языка. Пока украинские партнеры России сотрясают воздух громкими и пустыми заявлениями, в Крыму продолжают решать крымско-татарские проблемы конкретными делами. Президент реабилитировал народы своим указом. В рамках его исполнения тысячи людей получают жилье, а крымско-татарский язык носит статус одного из 3 государственных в республике. Возможно, Киеву стоит озаботиться проблемой своего языка, который в стране использует для бытового общения менее половины населения. Тарас Брезицкий, Эрвин Амиралиев, телеканал Миллет.